Детская поликлиника по улице Чурапчинской. Дата сдачи – первый квартал 91 года. Сегодня сентябрь. Почему не работает детская поликлиника? С этим вопросом я обращаюсь к заведующей поликлиническим отделением Газизовой Тамаре Галиевне. Наша долгожданная поликлиника должна была работать с первого квартала 91 года, но до сих пор она не работает. Причины то, что не работает поликлиника, очень много. Это в первую очередь строительные недоделки. Это какие? Это неправильная гидроизоляция подвала, в результате чего грунтовые воды постоянно протекают в подвальные помещения, и у нас постоянно будут лужи воды в подвале. В этом плане работа у нас будет затрудняться. Это экологическая сторона, и постоянно воду придется откачивать. Недоделка бассейна. Еще некоторые места не оштукатурены, рамы не заделаны как следует. Особое внимание хочется обратить на заделку оконных рам. В каком плане? Они очень вмонтированы плохо, и когда приходится их убирать, чистить, мыть, то они падают на медицинский персонал. Появляются травмы, ушибы, а повторно вставить вот эти рамы на места – это целая проблема. Поэтому мы не гарантируем, что с открытием поликлиники вот эта проблема будет изъята. Швы не заделаны в поликлинике, в результате чего после дождей появляется лужа на полу в помещении, штукатурка падает, приходится их вновь штукатурить. Но вот в этом плане тоже очень много недоделок. Вот это подвальное помещение, где плохо сделана гидроизоляция, строители решили культурно спрятать свой дефект, обновив стенку, но от этого ничего не скроется. Вода будет проходить потихонечку от стены к полу, и постоянно будет находиться лужа, постоянное испарение, постоянное повышенное содержание влаги. И поэтому служба здания сократится на несколько лет вперед, если это не обойдется какой-то бедой. Какие дяди хотели сдать маленьким нейронгринцам поликлинику в таком виде? Ну, я хочу сказать, какие это дяди. Это товарищ Конев, товарищ Гладышев и некоторые другие, которые причастны к этому строительству. Особое внимание хочется рассказать о комплектации поликлиники твердым и мягким инвентарем. Здесь это Орснерингри уголь. Хотя решение исполкома в мае 1991 года нас укомплектовать есть, но до сих пор мы ничего не смогли получить. И в результате того, если мы откроемся, то дети в кабинетах ЛФК будут на полу заниматься, зеркал нет, магнитофона нет, стиральных машин нет, пишущих машин тоже нет. И когда приблизительные сроки открытия поликлиники? Приблизительные сроки открытия поликлиники я вам не могу сказать. Почему? Потому что все зависит от строителей, все зависит от городских властей, и все зависит от того, как нам преподнесут вот эти недоделки. И информация для населения. Сколько участков будет данной поликлиники и какие узкие специалисты будут вести прием? Наша поликлиника – это последнего проекта хорошая поликлиника, которая будет оснащена хорошо, как никогда. Здесь планируется 10 педиатрических участков, планируется узких специалистов, лор-врача, нейропатолога, фтизиатра, прекрасное стоматологическое отделение, прекрасное физиотерапевтическое отделение, прекрасное реабилитационное отделение с гидротерапией, ЛФК, массажем. Все дети, не только дети, все родители этого района и города ждут открытия поликлиники. Ну что ж, молодые нейронгринцы, будем ждать и надеяться, что скоро вы сможете посетить эту поликлинику.